Программа интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня наш гость Сергей Кузнецов, научный сотрудник Высшей школы экономики, руководитель общероссийского проекта «Добрые соседи». Сергей Александрович, здравствуйте. Добрый день. Вы являетесь руководителем проекта «Добрые соседи». Добрососедство – это один из инструментов для повышения эффективности управления многоквартирным домом. Как это может работать? И вот вы находитесь в Башкортостане. На первый взгляд, насколько развит этот формат? Ну, безусловно, добрососедство и общение в доме – это хорошая возможность для людей знать друг друга. А так как мы живем каждый в своей квартире, но при этом у нас стены общие, у нас крыша общая, у нас подвал общий, то это помогает нам договориться друг с другом, принять какие-то общие решения. И знаменитое общее собрание собственников становится общее собрание соседей, когда мы можем не с паспортами в зубах перед подъездом, а за чаем договориться о том, какая у нас будет управляющая компания, как у нас будут убирать подъезд или дом, как у нас будут чистить, как у нас будет там ремонт, тариф и все остальное. Но с точки зрения вообще здесь есть два важных момента. Это очень чувствительная история, потому что вот мы просто вот одной большой командой, мы с советских времен привыкли, что мы должны всех знать, мы должны вот как бы быть все вместе. А с другой стороны, это действительно инструмент для того, чтобы, который от нас требует сегодня жилищный кодекс и все законодательства, чтобы вместе выражать свое мнение, так называемый коллективный заказчик, коллективное мнение, коллективное движение вперед. Я не первый раз в Уфе, и я рад, что я приехал снова в гости к хорошим людям, которые заинтересованы, которые знают, что они делают, которые понимают, что они хотят увидеть у себя во дворе. К сожалению, мы еще сталкиваемся с тем, что есть много вопросов текущего характера, которые из-за того, что они очень во многом параллельные, люди их не видят. То есть, например, есть вопросы, которые связаны с управляющими компаниями, и вопросы, связанные там, с работой председателей советов домов. Или вопросы, связанные с Министерством ЖКХ, или вопросы, связанные с Министерством, с Департаментом общественных связей. И вот добрососедство – это же не только люди, живущие в соседних квартирах, это еще соседние дома, соседние улицы, соседние регионы, а в системе ЖКХ и в системе управления регионом это еще соседние министерства, которые на одной территории связаны одним. И когда мы говорим про дом, мы должны говорить про двор. Мы когда говорим про помощь НКО и работу на территории, должны понимать про работу, например, ТОСов на территории. То есть это все взаимосвязано. И вот общая взаимосвязанность, общая комплексность, вот это главная цель того, что, я надеюсь, может измениться и в Башкортостане, и в других регионах через несколько лет. И тогда у нас будет, например, вот как ТОС переводится не просто территориальное общественное, а территория общего счастья. Так вот, мы хотим, чтобы вот традиционные вот эти аббревиатуры, они получили новое звучание, и люди по-другому начали воспринимать место, чтобы они гордились им и хотели приглашать сюда друзей и соседей. Насколько активно принимает участие государство в том, чтобы именно было установлено добрососедство, да, все-таки контроль над всей системой ЖКХ – это именно у государства. Как эта вся система, на ваш взгляд, работает? Что можно поменять? Смотрите, государство никогда в жизни не сможет установить добрососедские отношения в отдельно взятом доме. Это примерно то же самое, как пытаться регулировать любовь или пытаться регулировать дружбу. Добрососедство – это взаимоотношения людей, добрые соседи. Больше скажу, не только государство, а ни один мэр, или ни один там, глава администрации, или там ни одна управляющая компания, они приходят и уходят. Они на этой территории… Хорошо. Почему нету вот этих отношений чаще всего? Нету недопонимания. И чаще всего управление многоквартирным домом, оно идет на самотек. Управляющие компании не принимают каких-то мер, потому что об этом не говорят жильцы. Вот как произвести вот эту склейку? Дело в том, что у нас на сегодняшний день, раньше у нас был единый хозяин у нашего дома, у всего жилого фонда, и у нас была четкая структура, четкая иерархия по объединению. Сейчас у нас есть управляющая компания, которая реально управляет, эксплуатирует наш фонд, нашу квартиру. У нас есть администрация, которая как бы за этим следит и которая контролирует. И у нас есть жители, которые являются коллективным заказчиком для данных услуг. И вопрос заключается в том, что управляющая компания одна, а жителей может быть сотня или тысяча в доме. И они все, выступая единым фронтом внутри единых стен крыши, вот так должны договориться. Поэтому
Но я не зря сказал, что общее собрание собственников как общее собрание соседей. Мы, когда собираемся на любую вечеринку или куда-то, мы договариваемся, куда мы пойдем, что мы будем делать и как мы будем праздновать. Вот здесь то же самое. Мы в одном доме должны договориться друг с другом. Добрососедство не значит обнимание друг друга каждый день или там просить соль не более, там, не менее 4 раз в неделю или там целоваться в лифте не более какого-то количества. Речь идет о том, что мы должны вместе найти точку, в которой рассказать свои проблемы. Это может быть детская площадка, это может быть лавочка около подъезда, это может быть созданный какой-то чат. То есть какое-то место, где мы обозначаем, что у нас есть вопрос с лампочкой, у нас есть вопрос там, с обледенением там, лестницы, там, с тарифом, там, всем угодно. А дальше мы должны донести нашу точку зрения до управляющей компании. Для этого нам нужен представитель, который в идеале это председатель Совета Дома или вот кто-то уполномоченный на общем собрании, который придет, сядет и выпьет чаю с управляющей компанией и скажет: ребята, мы хотим сделать вот так. Вы можете или не можете? И дальше уже разбираться, кто что может. Если требуется участие администрации, соответственно, пригласить представителя администрации и попить чай всем вместе. Мы, к сожалению, очень разобщены до сих пор. Мы понимаем, что мы владельцы квартир и собственников, но мы не понимаем, что мы владеем только вот 20, 30, 40, 50 метрами внутри одного большого муравейника. И мы как бы считаем, что вот мы сказали какое-то свое слово и закрыли дверь, а дальше нас не касается. На самом деле это не так, это нас касается. И от нас жилищный кодекс требует, что как минимум 1 раз в год мы должны собираться. На самом деле это должно быть гораздо больше. Сегодня мы встречались с председателями советов домов, которые очень заслуженные, очень уважаемые люди, но при этом они, вот нам кажется, что председатель совета дома – это координатор, который должен, с одной стороны, у него быть жители, а с другой стороны, вот все те, кто оказывает нам услуги, председатели, управляющая компания, там, и обслуживающие организации, ресурсники и все остальное. Но с точки зрения самого себя, это же общественник, который такой же житель, как он, не имеющий прав ни больше, ни меньше. Ну и плюс ко всему, чаще всего это общественная работа, не оплачиваемая. Вот здесь перебью вас, извините, Сергей Александрович. Как вы считаете, какой оптимальный формат все-таки должен быть принят, да, ну, чаще всего? Понятно, что это должны договариваться жители внутри одного дома, но вот по вашему мнению, где вот эта золотая середина? Смотрите, здесь сразу скажу очень важную вещь. Это работа актива дома. Вот назовем это в общем. Значит, платить нужно? Значит, старшим по домам и плюс совету дома. Здесь надо сказать, значит, она должна быть оплачиваемая работа. Значит, в каком уровне? Уровень может быть абсолютно разный. Значит, это точно не должна быть работа оплачиваться из бюджета. Это точно не должна быть оплачиваться от средств управляющей компании, потому что как только это идет оплата городского бюджета или управляющей компании, то жители, вот представитель совета дома, он становится сотрудником администрации, сотрудником управляющей компании. Он перестает быть представителем жителей, и он в глазах жителей теряет доверие. Другой момент, что если, так как жители могут платить ему условно, положив ему там деньги в шляпу, а если это делать комплексно, мы все равно это делать через РКЦ, через управляющую компанию, то движение денег через управляющую компанию, через РКЦ, оно может быть. Но это должно быть решение, принятое на общем собрании. И дальше определено технология, как эти деньги идут и двигаются. Кто-то может сказать, что это может быть 100 рублей в месяц, как бы с одной квартиры, кто-то может быть там 1000 рублей в месяц и так далее. Все зависит от дома. По нашим исследованиям, примерно с одного домохозяйства в месяц жители готовы в разных регионах России тратить и оптимизировать, и в первую очередь оптимизировать, потому что не всегда это новые деньги, это те деньги, которые мы можем сэкономить благодаря работе совета. Это в среднем 500 рублей. То есть если мы 500 рублей умножаем даже на 100-квартирный дом, мы уже получаем сумму, которая достаточно, и даже с которой, заплатив налоги-то, но, безусловно, надо официально оформиться, надо заплатить налоги, надо сделать все. И это не значит, что надо оформиться сотрудником управляющей компании. Это значит, может быть самозанятым, можно быть там еще каким-то образом, можно заключить разные договоры.
Да, должна быть оплачиваемая. Да, человек на это должен тратить время. И он тратит на это часто все, не только время, но и здоровье, и свет, и воду, и канцтовары и так далее. Но в любом случае это должна быть работа координационная. Сергей Александрович, еще один вопрос, успеваем обсудить. Состоялась встреча с исполняющим обязанности министра ЖКХ Башкортостана Аланом Марзаевым. Какие договоренности есть, о чем говорили? Мы пригласили министра принять участие в Международном дне соседей 2022. Он это принял, и мы надеемся, что в Башкортостане это будет активно реализовано, это будет хорошее движение вперед, будет еще одним праздником, который состоится. И мы еще проговорили вопрос о компетенциях управляющих компаний и коллег, которые работают в Совете домов и организаций жителей. Будут пересматривать? Или как? Мы говорили о том, что нужен новое дыхание, новый поворот. У нас есть новая профессия, которая идет по всей стране, в которой мы хотим объединить и всех сотрудников Советов домов и ТСЖ, и вот всех активистов, называется менеджер местного сообщества. И это большое научное обучающее направление. Мы сделали вот такую книгу, настольную книгу менеджер местного сообщества, которая изначально создавалась как пособие к курсу, а теперь она живет совсем самостоятельной жизнью. И здесь очень важно именно понятие настольная книга, которая должна быть у каждого человека на столе, у каждого специалиста. И это не про трубы, не про ЖКХ, это про разговор с людьми. У нас был очень важный момент. Надо научиться разговаривать с людьми. Где найти книгу? Книгу можно заказать у нас, можно будет выдержки из нее скачать в интернете. Мы с удовольствием поделимся материалами с коллегами из Ассоциации собственников недвижимости, и мы с удовольствием будем делиться это дальше не только в Уфе, а в других муниципалитетах, куда, я надеюсь, мы еще со временем доедем. И я призываю всех жителей быть добрыми соседями и не бояться делать шаги вперед. И я надеюсь, что Международный день соседей, который совершенно не обязательный, но очень такой теплое добровольное мероприятие, оно будет поддержано не министром, точнее, не только министром, оно будет поддержано еще и главами, и депутатами. Меня сегодня упрекнули, сказали, что же вы все время по чиновникам. Для меня всегда и для всех нас важны люди. И люди, которые живут обычно там, но чиновники и министры, и все, они не будут работать хорошо, пока они не услышат мнение людей. А для этого людям надо объединиться, быть добрыми соседями и высказать свою точку зрения. Спасибо большое, Сергей Александрович. Сегодня гостем программы «Интервью» был Сергей Кузнецов, научный сотрудник Высшей школы экономики и руководитель общероссийского проекта «Добрые соседи». Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.